и до друзей Ичкерии хочу донести, потому что я смотрю ваших блогеров, практически всех уже пересмотрел, смотрю. И вы неправильно некоторые вещи говорите, и как бы хотелось бы до вас тоже донести эту информацию и в силу своих возможностей пояснить вам, объяснить, потому что вот ложь на лжи. Вот бывает, запускается ложь, эта ложь обрастает новыми слухами, и она уже становится реальностью. Когда подавляющее большинство в это верит, что это истина, да, и уже исходя вот из этой лживой истины, появляется новая истина. Она уже истина, вот эта новая, но она произошла от этой лжи. И она идет уже, живет своей жизнью. И создается параллельная реальность. Мы на это испытали в полной мере на себе. Без международной поддержки. Была, конечно, в начале поддержка, но потом она сошла тоже на нет. И мы испытали вот в полной мере. И хотим вас предупредить, чтобы вы ни в коем случае не допускали этого. Ну, как-то так. Я понял. А какой вот такой вот этот зашкарлупленный, вот такой явный, вот это, что стало истиной, вот какой пример вот есть, что мы вот так глубоко ошибаемся, да, по большому счету? Да, есть. Ну, у вас их много. Когда кричащий, скажите. Ну вот, самое главное, что мы в составе России, что мы, вот на ваши некоторые, вот у вас есть такой канал, ОМ-ТВ называется, он вроде бы там профессионалы работают, но больше они, наверное, экономисты, потому что у них такие экономические сюжеты хорошо получаются. Но на голубом глазу спокойненько так заявляет, что да, там раньше Россия воевала там против Грузии, еще кого-то, сейчас она напала на Украину. Ну, еще раньше она воевала внутри своей страны, на своей территории, Чеченской Республики. Вот этот момент, он просто принципиально важен. И вы тоже считаете, что мы часть России. Этим вы, во-первых, отказываете нам в праве, в таком же праве, которое вы сейчас пытаетесь заполучить, да, отказываете нам в праве на свою государственность, на свои права. А во-вторых, вы потакаете оккупанту, который каждый день убивает и ваших солдат, и ваших людей, граждан Украины. Мы вышли из Советского Союза на правах. Да, давайте. Да, я буду прерывать. Такой был вопрос в анонсе к чату. Я его сформулирую, а сейчас вы продолжите ваш ответ. Вот на каком основании Чечня в 91 году смогла отделиться от Советского Союза, если она не была одной из 15 республик? Это тот как бы классический вопрос, на который, да, сейчас вы, скорее всего, дадите вычерпывающий ответ. Да, дам. Так, 12 июня 90-го года, 90-го, прошу заметить, это еще Советский Союз существует, Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Германии, у меня это как бы составлено, я очень много пишу по этому поводу, в Фейсбуке пишу, у меня все это имеется, поэтому, чтобы быть точным в деталях, я буду иногда зачитывать. 12 июня 90-го года Верховный Совет РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Понимаете, да? В которой впервые широко обнародовано о правах колониальных народов, и каждый народ, автономные республики, которые входили в РСФСР, да, у нас было 15 в Советском Союзе союзных республик, и была РСФСР, в которую входили еще автономные республики, да? Как, по-моему, автономная республика Крым входила в Украину, да, получается так. И на основании вот этого решения Совета, вот этого о государственном суверенитете, Чеченская республика во главе с Доку Гапуровичем Завгаевым приняла документ, лишающий ее автономности. 27 ноября был принят документ Верховным Советом ЧССР, Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, во главе с тогдашним председателем Доку Завгаевым.
о лишении статуса советскости, автономности и социалистичности. То есть мы, Чечено-Ингушская республика, Башкортостан и Татарстан, 3 республики приняли такие законы у себя. И мы получили на правах этих 15 республик, получили статус союзных республик. И вот когда в 1991 году разваливался Советский Союз, на тот период, когда мы это все получали, Советский Союз существует. Об этом это принимает председатель Чечено-Ингушской республики, Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, Докку Завгаев. Дудаев на тот момент служит в одной из балтийских стран, еще военную службу несет свою. Как бы говорят, что Дудаев там развалил, там вышел из Союза там, и так далее. И вот мы получаем права союзной республики. Когда же развалился Советский Союз, Советский Союз развалился в первую очередь потому, что Ельцин и Горбачев конкурировали за власть. Ельцин как президент Российской Федерации и Горбачев как Советской СССР конкурировали за власть, и Советский Союз был упразднен, все республики вышли из состава, и мы также вышли. И к нам со стороны Российской Федерации не было никаких претензий. Более того, Горбачева поддержал Докка Завгаев, а мы, чеченцы, мы демократическая часть общества, которая была против совковой части общества, мы поддержали Ельцина и российских демократов. Есть информация, что Басаев и наши добровольцы ездили в Москву и защищали демократов, Белый дом, ну, как положено от этих совковых КГБшников. Вот так мы получили права Союзной Республики, и потом уже в 1991 году, 6 сентября, мы объявили о своей восстановлении, о своей государственности, без крови. У нас один человек только, Пуга, по-моему, его фамилия была, человек испугался штурмующих дом правительства и попробовал выпрыгнуть, убежать через окно и упал, разбился. Все, никаких убийств, никакого насилия, нарушения закона не было. Ну, в принципе, так. Вот так мы получили. Более того, очень важный момент. За всю историю российско-чеченских войн, за всю историю оккупации Чеченской Республики нету ни одного документа, который подписан чеченской стороной, и об этом международные организации, государства просили Россию предоставить, что мы добровольно когда-либо согласились быть в составе России. Поэтому вот все, что я вам сейчас рассказал, вышли на правах Союза, потом получили свою государственность. Вот это все нам делать необходимости не было. Понятно. Мы насильно оккупированы, соответственно, мы имеем полное юридическое право, соответственно, международным правом, выходить, не отчитываясь, даже если мы были автономной республикой. Потом еще момент. Когда мы объявили о своей государственной, о восстановлении государственности, Россия с нами торговала, у нас забиралась нефть, у нас были межправительственные отношения. С территории Чеченской Республики в 1992 году 7 июля или июня, я ошибаюсь, возможно, 7 июля вывели все оккупационные российские войска. Это единственное, это первое, 7 июля, вот я посмотрел, это первая республика на постсоветском пространстве, с территории которой были выведены абсолютно все войска. Что это как не признание?
Мы избрали на честных выборах, где присутствовало 27 государств, наблюдателей от 27 государств, президента и затем парламент. Все. Мы зажили спокойной жизнью. В 1993 году Ельцин, в 1992 году мы приняли свою конституцию 12 марта 1992 года. И в 1993 году Россия приняла свою конституцию. Ведь эти юридические моменты, они очень важны, чтобы вы понимали, поэтому я вот буду вам сейчас... Давайте по хронологии, да, все как должно быть. Да, и в 1992 году мы принимаем свою конституцию. Конституция Российской Федерации, на минуточку, принята на 1,5 года позже, чем наша. Куда незаконно уже были мы вписаны. Пока у них была своя борьба между собой, они нас не трогали. Как только у них своя борьба закончилась, в 1993 году, в декабре, они принимают Конституцию, куда незаконно вписывают. В истории такого пример есть только один. Когда незаконно, не спросив чужую соседнюю территорию, их вписывают в свою Конституцию. Это пример Саддама Хусейна и Кувейт. Куда точно так же Саддам Хусейн в свою Конституцию вписал Кувейт и затем пошел восстанавливать конституционный порядок, она по факту захватывать залежи Кувейта. Сам себе придумал, сам себе пошел освобождать. Совершенно верно. То же самое сделала Россия. Абсолютно, несмотря... Вы знаете, вот сейчас очень легко доносить информацию для украинцев, потому что вы сейчас как бы на своей шкуре, так сказать, испытали это все, на своем горьком опыте. Россия не соблюдает свои. Мы соблюдали все для того, чтобы в случае необходимости предоставить для международного сообщества. Но мы не входили добровольно, мы могли и этого не делать. Но у нас были руководители очень грамотные, очень толковые и предусмотрели все варианты, по каким Россия будет говорить. И вот в таком плане мы стали. И мы оказались, мы отличаемся от Украины, Грузии, там, других государств только тем, что мы были первыми, на кого напала Россия. И благодаря тому, что мы долго воевали, упорно воевали, я даже скажу, мы сделали больше, чем можно было сделать вообще в нашем положении. У Украины появилось 25 лет до 2014 года, там 23 года, чтобы вырастить поколение свободных людей, чтобы какой-то государство, да, вас там всячески расшатывали, грабили вашу армию, спецслужбы и так далее, но при всем при этом надо признать, что у вас выросли люди, которые не знают, что такое российская вот эта пропаганда, российские вот права, вы свободные люди. И я считаю, и в Грузии, которая успела укрепиться позиции с НАТО, с американцами, тоже мы приложили к этому. То есть, я правильно вас понимаю, вы дали возможность, чеченцы дали возможность нам передохнуть, переобуться, перестроиться, правильно? Пока вы там... Да, время, мы вам чуть-чуть отвлекли, как могли. А Украина это время правильно использовала или как думаете? Я, конечно, считаю, что могли бы сделать больше, да, но сам процесс того, что украинцы как самоидентифицировались, когда 3 года, вот на нас напали в 1994 году, мы 3 года были независимы, потом мы 2 года провели в войне, и после этого война так и не закончилась. По факту они и в 91-м, и 92-м, и 93-м вели против нас вот эту гибридную войну всячески. ГРУ, военные, спецслужбы. Но вот открыто они, 26 сентября вошла так называемая оппозиция, а 11 декабря они уже, когда мы разбили эту так называемую оппозицию, которых на российских танках с российскими военнослужащими, которых Грачев потом назвал наемниками, это их кадровые офицеры, он их всех назвал наемниками. Мы в 1994 году уже столкнулись. Единственная разница между нами была то, что мы не успели подготовить свое общество, подготовить, в принципе, общество у нас было готово. Мы дали, я считаю, да, это заслуга чеченского народа, не моя, конечно, я не так много внес в это дело, но чеченцы, которые уже большей части нет живых,
они вложили большую лепту до становления свободных людей не только в Украине, а страны Балтии, например, тоже успели войти и в Евросоюз, и в НАТО за этот период, потому что им бы тоже это все грозило. Если бы сразу сдались бы, ну, как бы сказали, все, давайте не будем воевать.